Пока анализ на днях Скорейшей выписки из инфекционного отделения здесь хотят не только сами пациенты, но и врачи. Понимая всю тяжесть происходящего, между тем, вынуждены констатировать, отступать ковид явно не собирается. Ежедневно увеличиваются поступления больных. Так, в Сунжинскую ЦРБ только за последние сутки поступило 10 человек. Для сравнения с летним периодом это втрое больше. Сейчас на стационарном лечении здесь находится 90 человек. На неинвазивной вентиляции легких среди них 8 пациентов. На сегодняшний день у нас находится 84 пациента, из них 20 находятся в родильном отделении. Это довольно-таки большая цифра, и много женщин у нас поступает именно беременных. 11 из них находятся в реанимационном отделении, и все они крайне тяжелые. Хочу отметить, что вот сейчас как бы 4-я волна идет этого заболевания, и они идут очень тяжелые, очень тяжело поддаются лечению, несмотря на все рекомендации, которые мы выполняем, на всю проводимую терапию, очень тяжело поддаются. За сутки в родильное отделение для больных ковид поступила одна женщина. Всего таких здесь 20 пациенток. В этом списке и Хулимат Бариева. До поступления в больницу пыталась излечиться сама, но состояние не улучшилось. Сначала дома я болела 2 недели. Пила антибиотики, противовирусные. Прокапалась. Витаминотерапия. Это не помогло. Потом обратилась в женскую консультацию. Там взяла направление, легла в гинекологию. В гинекологии мне взяли анализы ПЦР. ПЦР был отрицательный первый день. Второй день положительный. Потом с гинекологии в родильном отделении инфекционном перевели. Состояние было очень тяжелое. Поступлению сюда Хавы Бузуртановой предшествовало посещение траурных мероприятий и свадебных торжеств. По прошествию нескольких дней состояние женщины ухудшилось. Заняться самолечением она не рискнула, а сразу же обратилась к врачам. 4 ноября с первой минуты внимание уделить динамик. Динамик, состояние дикое. Хрипостояние, что у меня было. Легкие, чистые уже говорят. Было поражение у меня. Сатурация хорошая тоже. С каждым днем лучше. Все здесь поступили с почти одинаковой симптоматикой. Ситуация вынуждает бить тревогу, констатируют врачи. Все, кто попали в отделение с тяжелым поражением легких, не защитились от ковида вовремя и не сделали прививку. Ежедневно мы проводим около 300 обследований на ПЦР для выявления COVID-19, точную цифру, если сказать, 288. Из них ежедневно бывают положительными 28, 30, 23. Профилактика этого заболевания – это самое главное и самое важное. Опять хочу сделать акцент на вакцинации. Без вакцинации мы практически не сможем выйти из этой тяжелой ситуации. Ковид приобрел более коварную форму, предупреждают врачи. Если ранее отмечалось, что в зоне риска пациенты старше 65 лет, то сейчас ковид не щадит никого. Если сравнить с первой волной, они легче поддавались лечению. Особенно иммунодепрессантами, биопрепаратами. А сейчас и эти препараты не всегда помогают, поэтому очень тяжело выходят именно тяжелые больные, которые приходят к нам уже более запущенных состояниях. А все равно эта группа людей старше 60, они так и остаются особой зоной риска. Молодые поступают, и у них очень тяжело это протекает. И могу отметить, это особенно у беременных женщин. На фоне беременности именно этот последний
штамм этого вируса, конечно, он действует на их организм более агрессивно. Зачастую человек прибегает к помощи различного рода лекарственных препаратов. В частности, антибиотики, бесполезные в борьбе с вирусом, многие скупают по несколько упаковок, не задумываясь, что впустую тратят и время, и деньги. Если у больного в начальной стадии, мы знаем, что это вирусное заболевание, при чем тут антибиотики тогда? Нет, конечно. Их принимать в начале заболевания абсолютно нет необходимости, и они неэффективны. Если мы делаем анализы, мы проводим обследование, и только после этого подключаем антибиотики, если есть поражение, и подключается антибактериальная пневмония. Только в таких случаях применяют антибиотики. Врачи предупреждают, при первых симптомах ковида обращайтесь к специалистам. Не стоит рисковать своим здоровьем. Адам Мережков, Магомед Дидигов. Новости 24.